Андрей Паук, сидя за границей, донимал представителей власти, обычных людей и патриотов своими звонками. Играл в разоблачителя и запугивал возмездием, как только беглые вернутся в Беларусь. Но вряд ли этому суждено сбыться. Вядучая сказала «вряд ли», то бок яны не выключаюць. Прывітанне. Они обвиняются в посягательстве на независимость, территориальную целостность, суверенитет, основы конституционного строя и общественную безопасность Республики Беларусь. Якім чынам ад нашай дзейнасці пацярпела незалежнасць, тэрытарыяльная цэласнасць, суверэнітэт, канстытуцыйны лад? Асновы, не ўсё, а толькі асновы. І грамадская бяспека Рэспублікі Беларусь. Сур'ёзна? Мы такие крутые. В эфир Паук выходил не только с глупыми песенками. Он плел в интернете свою, как он думал, обличительную паутину, но сам попал в сети правосудия. Акрамя 12-гадовага тэрміну, мне трэба рэалізаваць грашовую кампенсацыю ахвярам нашай экстрэмісцкай дзейнасці, якія адчуваюць маральныя пакуты ад таго, што іх некампетэнтнасць і недзеяздольнасць убачыла сусветная супольнасць. Сёння вы пачуеце размову з гэтымі пацярпелымі. Поехали. Кто меня морально вызвал? Ты же на меня написал заявление. Суд обозначил тебе 20 тысяч белорусских рублей компенсировать за моральный ущерб. Ты ж не дашь мне 20 тысяч. Мы тебя посадим, а потом уже заплатишь. Так ты морально страдаешь, Олег. Я? Нет, я счастлив. Так а что ты тогда подаешь на меня? Но деньги хочу, деньги, в детдом отдать, чтобы ты заплатила, я в детдом отдал. Приезжай, вот я еще раз говорю, отсидишь, я тебе сам походатайствую, чтобы вышел на 2 года раньше. Ты мне мораль тут свою не показывай. Я хотел спросить, почему ты страдаешь? Деньги давай, деньги. Ты из-за денег, Олег? Ты продажный? Квартиру у тебя заберем. Забирайте квартиру. Забирай и живи там. Приезжай в Октябрьский работать. И живи. Квартиру заберем. Нет, я там сделал общественную приемную партию в твоем доме. И буду там заниматься. Занимайся. Да. Привет, Олег. Это кто? Как твое моральное здоровье? Дорого захотел. Здравствуйте, Вера Михайловна. Добрый день. Как поживаете? Нормально. Слава Богу. Слушайте, хотел поблагодарить вас за сына хотел, Олега Владимировича. Так, все, пока. Паук, да? Да, хотел спросить. Ага, ну что тебе надо? Ну ты же знаешь, что я с тобой разговаривать не буду. Не, я про моральные страдания вашей дочери хотел спросить. Все, все. Сиди ты со своими страданиями там в своей Литве и рассуждай сам с собой, все. А дочка страдает? Здравствуйте. Здравствуйте. Испытываете ли вы моральные страдания от моих действий? До свидания. Когда вам деньги вернуть? До свидания. Алло. Здравствуйте, Николай. Все, да. Здрасте. Страдаете ли вы морально от действий Паука Андрея? Алло. Морально страдаешь, Сергей? Паук, ты? Да. Скучаешь? Как тебе помочь? Паук, помоги себе сам. Хватит звонить. Так тебе деньги не нужны? Приезжай в Беларусь и разбирайся со своими делами. Я разбираюсь. Звони. Серега, Ты меня услышал? Не груби Надеюсь, мне. понял. не груби мне. Так морально не страдает человек. Ай, блядь, иди ты нахуй, дурачок ты, блядь. Вот просто, ты уже, получается, что ты только там не придумал и видел наложил. Вот я тебе еще раз скажу, что ты дебил, мне не звони. Понимаешь, я тебя уже сколько вот раз обосрал, понимаешь, ты просто вот обтекаешь говном. Так а деньги тебе нужны? Положи трубку, тварь. Деньги нужны тебе? Алло, Леша, привет. Ты на работе сейчас? Нет, А моральные страдания испытываешь? нет, Чего? кто это? А? Кто это? Так ты же написал в заявлении о компенсации моральных страданий Пауку. Кто это? Ты что, тупишь? Не выспался с пьянки. Добрый. Скажите, обижаетесь еще на Паука? Моральные испытываете страдания? До свидания. Не испытываете? Моральное, да вроде нет, слава богу. Так. Мирное небо над головой, хорошие отношения на работе.
Ну, отлично. А что же вы тогда от паука хотите моральной компенсации? От паука? Ну, Я просто не знаю, кто мне сейчас звонит, поэтому я так и отвечаю. так это паук звонит. Это самое... Ну, так а что паук? Так а что вы хотите там, если вы морально не страдаете? Каких денег хотите? Я ничего не хочу. Так а чего вы подали? Во-первых, я не знаю, кто вы. Паук вы или муха, я ж не знаю, кто мне звонит. По большому счету, я вас не знаю, знать не хочу. А то, что вы там размещали в интернете обо мне, конечно, испытываю. А что не испытываю? А что я размещал? Всякую ерунду. Ну, лучше вам знать, что вы размещали. Ну, вы же обиделись, Всё, вы до же должны свидания. помнить обиду. До свидания. Ну, пока. Здравствуйте. Скажите, моральные переживания у вас еще переживаются? С кем я разговариваю? Это ваш обидчик паук Андрей. В таком случае всего доброго вам. До свидания. Песни слушала? Не сказать, что Алина скотина, может, грамм там сумленности є. Но это же не запрещено позвонить и поблагодарить вас. Угу, хорошо, приятно. Ну, такая хорошая дочка у вас, но только морально обижается почему-то на некоторых и хочет денег за это. Угу, хорошо. Все? Вы все мне сказали? Ну, вы там присматриваете за ней, чтобы она глупости не творила. Молодая еще, жизнь может себя испортить. Всю будущую. Хорошо, спасибо за предупреждение. Я очень занята. До свидания. Постоянно их испытываю. Я же человек. Человек без моральных страданий – это бездушное существо. Ужас какой. Как вам помочь можно? А я не знаю. Любым способом, лежащим в правовой плоскости. Денег вам дать можно? Не, денег не надо. Точно? Ведь государство оплачивает мою работу. Так а что ж вы тогда с паука Андрея хотите за моральный ущерб, вред спогнать грошей? Ну, вы знаете, это нормальная судебная практика, когда два человека в суде предъявляют друг другу некие иски. Хорошо, надеюсь, на этом мы разговор закончим. Так а что вы обиделись? На кого? На паука. Я ни на кого не обижаюсь. Вот, всего доброго. Так если не обижаетесь, то и деньги-то вам зачем? Он сейчас работает в Совете Республики. А, его избрали? Да. Еще в апреле месяце. Ну, так на повышение пошел. Слушайте, Да. а может Да. вы замечали за ним какие-то моральные страдания? Да нет, что вы. Равновешенный человек, да. Такие вопросы не задаете. Весел был, И номер ваш энергичен? неопределенный, неизвестный. А не бойтесь, Нет мы никаких свои. страданий, ничего. Всегда на позитиве человек. О, видите С как? какой целью вы интересуетесь? Потому что с меня хочет денег за моральный ущерб с меня Он спогнать. хочет с вас? Ну, Владислав Викентьевич хочет с вас деньги? хочет, ну, Это хочет. вы, наверное, что-то напутали. Знаете, сколько хочет? Сейчас вам скажу, наверное, 5000 белорусских рублей. Не знаю. Да. Не 5000 знаю, что он хочет. Представляете себе? Не знаю. А вы говорите, он моральных страданий не испытывает. Это Нет, странно. нет, конечно. Слушайте, а такая ситуация в стране, и с финансами плохо, и санкции, а ему радостно. Я с Михаил вами на Ильич. эти темы разговаривать не буду. День добрый, Владислав Викентьевич. Добрый. Как поживаете? Как настроение? Ну, спасибо. Замечательно. А морально ли вы страдаете? Простите, а кто вы? И я Андрей Паук, от которого вы морально страдаете. Андрей Паук. Страдать вам надо. До свидания. Хотел уточнить, как ваше моральное состояние. Еще обижаетесь? Еще денег хотите? Да. Без вас было лучше, Андрей Владимирович. До свидания. Как дела на работе? Как моральное настроение? Замечательно. То есть вы не испытываете никаких моральных страданий? А почему я должен испытывать моральные страдания? С кем я разговариваю? Ну вот на Ольгу Паук вы там подали заявление о компенсации морального ущерба. С кем я разговариваю? Паук Андрей Владимирович. Ну, откуда у вас мой номер телефона? Нанотехнологии, искусственный интеллект.
Ну, поздравляю. Спасибо. До свидания. Так а что вы там хотите? Не страдает человек. Ну як ви думаєте, ці адчуваюць гэтыя людзі маральныя пакуты? Напішыце ў каментарах. Заўважце, што Вольга Чемоданова не пакутвае. Моцная жанчына. Таксама не пакутвае Валентина Шлапакова, твар якой я добра патаскаў по всему бруду, які з яе выходзіў. Вот, рабочее время. Валентина Владимировна занимается шопингом. Вы ко мне подойдете. Яшчэ хацеў бы падзякаваць государевай адвакатцы Авраменко Людміле, што самаадданна бараніла мяне і ў выніку вытаргавала 12, а не 20 гадоў як франаку. На жаль, не змог датэлефанавацца да яе, затое Александр Чахоўскі змог пагутарыць і з судзіхай, і са сваёй адвакаткай. Вось напрыканцы і паслухаеце. Дзякуй за прагляд, жыве Беларусь, да сустрэчы ў эфіры. Ну, это специальное производство. По видеоконференции мы не имеем права с вами общаться. Ну, закон запрещает. Там Так. совсем другая процедура. Добро. Если вы приедете, то совсем другой будет разговор. А так мы без вас. В принципе, спецвытворчасць как бы парушыла мои грамадзянскія і палітычныя правы адпаведна сусветнай канвенцыі правоў чалавека, што в принципе судовы працэс как бы не мусіў пачынацца. Вот, то есть как бы што з гэтым можна рабіць? Ну, судом не нарушен установленный порядок, который установлен Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь, поэтому мы все делаем так, как по закону. Ну, вы, напрыклад, дзейнічаеце ў межах закона, але я кажу, што спецвытворчасць, то есть мне не проинформовали адпаведным чынам. Мы разместили на сайте судов общей юрисдикции в установленном порядке. Вы же об этом узнали, поэтому тут и пишете. Ну, это по закону это считается вы надлежаще уведомлены. Якім чынам я могу азнаёміцца з матэрыяламі маёй справы? Только прибыв в суд, написав заявление. То бок праз вас я не могу гэта зрабіць? Нет. А вы самі азнаёміліся з матэрыяламі маёй справы? Конечно. І што мне светит? Что вам... Как это? Я не могу вам санкцию статьи озвучить? Нет, ну просто мне цікава, які може бути мінімальний і максимальний присуд по моєму кейсу. Ну, в соответствии с санкциями статьи. По ваших адчуваннях, наколькі все дрэнна? Во-первых, как бы я не могу удостовериться в вашей личности. Мы можем по видеосувязи, я могу... Я же с вами не знакома. Понимаете, поэтому я не могу удостовериться, что вы это вы. Такой вот момент. Можете задать питання, там, яка дзявочае прозвище моей матери, там, например. Как вам известно, у нас закрытое судебное заседание, и у меня подписка о неразглашении данных. Ці вы можете хадайнічаць ад майго імя, прыпыніць працэс, там, ці каб яго крыху перанесці, каб я мог ужо прыехаць і абараняцца? Вы же понимаете о том, что перерыв в судебном заседании или, скажем так, перенос рассмотрения дела может только в соответствии с нормами УПК. Должны быть какие-то... Ну так, но я так досконало не ведаю нормы УПК, як вы, тому вы ж мой оборонца, тому я и консультуюся. Вот. Ну, на данный момент я не вижу оснований. Вы не бачите оснований на то, чтобы... Вы можете обратиться с письменным заявлением в суд, в Брестский областной суд. Сложить все ваши просьбы. Так. Ваше заявление будет рассмотрено. Каким образом она защищает себя? Тогда вообще, в чем смысл? В соответствии с законом Республики Беларусь об адвокатуре и адвокатской деятельности и правилами профессиональной этики. А вы заинтересованы в том, чтобы защитить его? Безусловно, это моя работа. А чем вы мотивированы? Законом об адвокатуре Республики Беларусь адвокатской деятельности и правилами профессиональной этики. Я, може, хотел бы с вами подрыхтовать свою позицию. Мы сможем с вами зладить, например, видеозвонок. Вы побачите, что это я пашпорт до твара поднесу. Ну, к сожалению, это не является обстоятельствами для удостоверения личности, что вы это вы. Поэтому... А может быть, у вас есть какая-нибудь шенгенская виза, и вы бы могли приехать, и мы бы на нейтральной территории вы удостоверились? Нет, у меня нет визы. Угу. Ну, зрозуміло. Добре, дякую вам. Не за что.
Не за что. А если было за что, защищала бы тогда. А так не за что.